Есть одно место, где юнкоры Академии «Полярная звезда» находят сокровенные для себя советы. Это библиотека-архив Михаила Ефимовича Николаева. Михаил Николаев не только человек-символ целой эпохи, но и государственный деятель новой формации, который сердечно любит свой народ. Михаилу Ефимовичу исполняется 80 лет. Его оптимальная линия жизни – жить и творить. Сегодня мы познакомимся с уникальными гранями личности Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. Библиотека была создана в 2002 году. Но въехали мы в это здание в 2006 году, в сентябре месяце. Вот представьте, что мы собирали в течение 4 лет все материалы, документы. И у нас есть еще один фонд. Фонд называется «Подарочный». То все, что подарили Михаилу Ефимовичу Николаеву в его бытность президента, все подарки, начиная от книг ученицы, по-моему, 4 класса, тогда она написала стихи, на ротопринте распечатала и отправила к Михаилу Ефимовичу Николаеву, сказав, что это ее первые стихи, что она хотела бы быть поэтессой. Ну и потом до подарков президентов. Президентов многих предприятий, корпораций, президентов стран, нобелевские лауреаты подарили свои книги. Поэтому я думаю, что библиотеку, которая создавалась в течение 10 лет, в этом году ей будет 12 лет, да? Ну и эта библиотека существует 12 лет. Так что я думаю, что те материалы, которые в течение 12 лет собирались, сегодня можем вам представить. А мы начали свое знакомство не с президентом Михаилом Николаевым, а с маленьким мальчиком Мишей Николаевым, с его появления на свет, с его семьи. Потому что президентом не рождаются, им становятся. Все то, чего достиг Михаил Ефимович, он достиг своим трудом, неустанной деятельностью. Родился он 13 ноября 1937 года в маленькой деревушке Актемсы. Его детство и в родном селе, и позже в Жиганске прошли на берегу реки Лены. По словам матери, Михаил Ефимович единственный очень похож на отца Ефима Федоровича Николаева. Детство было суровое, трудное. Пришло время выбора дальнейшего пути, учиться ли, работать ли. Но мама Мария Михайловна желала своим детям достойной жизни, мечтала вырасти их образованными людьми. И Миша, родившийся в селе, познавший сельский труд, решил дальше учиться в сельскохозяйственном институте. Так, в 1956 году Михаил Николаев стал студентом Омского ветеринарного института. Трудовую деятельность Михаил Ефимович начал в 1961 году. Сразу же после окончания института устроился ветврачом Жиганского района. Михаил Ефимович прошел путь руководителя по всем ступеням комсомольско-партийного и правительственного аппарата республики. Теперь по судьбоносной значимости первого президента можно поставить рядом с легендарными основателями республики во главе с Максимом Амосовым. Михаил Ефимович является инициатором и организатором проведения в Якутске международных детских спортивных игр «Дети Азии», основал народное движение «Здоровый образ жизни», установил День родного языка и всенародные праздники День матери, День отца в качестве государственного праздника для укрепления уникальной самобытной культуры народов Якутии. А успехи Высшей школы музыки, хореографического училища и Государственного цирка Якутии, основанных первым президентом, стали известны далеко за пределами республики. Михаил Ефимович – человек сильной воли и тонкой, яркой души, является для нас примером подражания. Человек с сердцем, чувствующий дыхание родной природы – это, несомненно, Михаил Ефимович Николаев. Мы не понаслышке знаем, что Михаил Николаев – истинный ценитель красоты и гармонии, готовый идти в благосостояние и счастье для всех нас. Михаил Ефимович прививает нам идеи создания инновационной креативной среды как фундамент экономики.
столь необходимого для процветания родной республики. В своих трудах Михаил Николаев глубоко затрагивает семейные ценности, акцентируя достатки, образованность, духовность и новаторство. С интересом познакомились с фондом подарочного отдела, где сосредоточены различные экспонаты, подаренные Михаилу Ефимовичу в разное время руководителями, известными людьми, организациями и государствами. Большое впечатление произвели книги трудов, выступлений и статей первого президента республики. Познакомились с выставкой, посвященной Году Арктики в республике, так как Михаил Ефимович – неустанный борец за достойную жизнь на Крайнем Севере. Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев стремился к скорейшему достижению форм общественного строя, которые ведут на благополучие всего народа. Михаил Ефимович – истинный сын своего народа, и он выбрал свободу мысли и совести человека. Арктика – зона мира и содружества. Арктика – наше настоящее и будущее. Мы должны ее показать во всей ее значимости. Природа Арктики – это дар планете Земля, и мы должны бороться за здоровую Арктику. Мы должны пропагандировать экологические защиты и благополучие будущей Арктики. Великие приоритеты Севера в ближайшем будущем станет достоянием мировой цивилизации. Мы построим новую Якутию! Мы лишь начали открывать для себя Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Якутии, человека, который украшает якутскую историю. С каждым разом мы будем узнавать и открывать все новые и новые грани его неисчерпаемой личности. Учимся быть лидерами новой формации! Нам выпала честь встретиться с первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым, давшим начало нашей детской телерадиоакадемии «Полярная звезда». В огромном зале нового спортивного комплекса «Триумф» мы услышим лекцию Михаила Ефимовича Николаева «Время жить и творить». Мы, юные корреспонденты образовательного тура «Родной мой край», выпускники Академии и более 3500 студентов учебных заведений города Якутска 12 ноября посетили актовую лекцию «Время жить и творить» первого президента республики Михаила Николаева. Встреча, состоявшаяся в спортивно-зрелищном комплексе «Триумф», была приурочена 75-летию государственного деятеля, почетного профессора многих российских высших учебных заведений Михаила Ефимовича. Выступая перед нами, первый президент, духовный просветитель нашего народа, подчеркнул важность правильного распределения времени, его ценность. Дорогие студенты, уважаемая Евгения Исаевна, приглашенные, я искренне рад сегодня предоставленной возможности выступить перед студентами всех вузов нашего города. Я не лектор, поэтому, возможно, буду говорить не так, как ваши любимые профессора, доктора, которые вас учат, преподают. Мне, пожалуй, впервые в жизни перед такой аудиторией приходится выступать. Я действительно родился в очень тяжелое время для нашей страны. Безусловно, все это отразилось и в мою жизнь, мой характер, мое видение. Я горжусь немало сделанной мной и будучи министром сельского хозяйства, и будучи президентом республики. Хорошо познакомился с лидерами мирового сообщества, очень многими королями, президентами, главами государств встречался, разговаривал. И я приходил всегда к одному и тому же выводу.
ничем они не отличаются от нас. Видимо, Творец, который создавал нас, человека, заложил такие механизмы, такие гены, чтобы они не различались друг от друга. По внешности, конечно, различаются, но по видению, по подходам и так далее мы нисколько не уступаем. Нисколько не уступаем. Когда был в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, когда выступал в Европарламенте, Индийском парламенте, когда выступал, я всю дорогу чувствовал силу, мощь моего народа. И всегда, как будто рядом, как будто внутри у меня сидит дух якутского народа, который передавал мне силу. И всегда мы говорили о нашей России, о будущем России. Конечно, сегодня, возможно, не в том авторитете Россия, возможно, находится, но вектор развития и самое главное, развитие человека, человеческих ресурсов, именно право человека с рождения. Это в недалеком прошлом вообще в российском менталитете не было, которое сегодня закреплено в основном законе Конституции России Федерации. Это главное, и основываясь на этом, мы поднимемся. Дай Бог нам всем счастья, благополучия и творчества. Из дневника юнкора Нюргуяны Савиной «Абыйский улус». Многие студенты и мы, юнкоры, напрямую задавали вопросы первому президенту, пообщались, услышали напутственные слова. Он прежде всего был человечный. Он любил свой народ, свою родину. С другой стороны, конечно, он компетентный, по крайней мере, во многих аспектах, в котором живет народ, не узкая специальность. Третье, если мы говорим о власти, куда придет этот человек, власть – это не наемный работник. Власть – это огромная ответственность. Поэтому всегда он чувствовал обязанность перед своим народом. Действительно, это очень нужная академия. Нужно в каком отношении, что ли, огромное количество людей без понукания приходит в эту академию с одной целью – развивать свои таланты. Через эту академию очень много наших ребят повидали мир. Они очень много зарубежных поездок. Я за открытость, за общение в глобальном мире.
Кылан көрөр боллаққа быйылгы жылга сылыстата Алексей Алексеевич Глоковский, Аксаколя, интеллигенция урыйбыт сурубун республика да кенник юллестилер болу сычугай бейум нуаппыт кене аңарда сурубун наре болбата сурубугитна болбакка бейик кенне итине кене кәскыла немет бейге булгуччо ити этиллибиттерге лоғыран үлебитин хамнаспытын тәрияқ тұстақбыт. Итеттен атыннык әппек кехіне мен өйдәвәппін, ағаттан дағанын, ұчаттан дағаны, ақа омуға хайдар солдарын туғына. Кәрдес ұрам ембіті. Иккехінен бағайыр өсетті, толды денет яқанады. Очытауы кинет этитигер кайдагара бомок эстен калын сөпте, потому что юрактак киягы яктен. Этите билигин туалла оны кутта хох болла генет яканада. Саха кихите, саха муга, саха нацията, бейте университеттах, институттах, научно-инженер институттардах, бетелбах, сүйінен дүйінче ақсанна үддуірақта интеллигенциялах, Нұробия қарысталығар уақан үлені ұйтар, дылын сайынларар, онан белеген сақа ұмыға семерен қалы, сөптен толқы оқ, бейге 5 бүтінлі бір әтілақ бет, емелей бәт, айдар қолға аға ұмыға тұрда ден әтір қақтақ бет. Мы слушали твои вопросы, они нам очень понравились. Расскажи, пожалуйста. Первый вопрос был, что вас вдохновляло и что заставляло вас держаться за свою жизнь и за свое будущее. Я знаю, что вы пережили очень многое. Вот. Второй вопрос — это каково было быть студентом. Михаил Ефимович ответил мне на мой вопрос. То, что он учился до 3 класса, вот, и то, что он жил в интернете, и то, что у него не было семьи. Вот. И третий вопрос, я вот напомнил ему его приезд 10-летней давности, когда он приезжал в Горный Улус, в село Бердигостях, и наградил нас, ну, то есть меня и других ребят, сумками, ручками и одной медалью. Вот. И он был очень, и его ответ был, он был очень тронут тем, что мы помним этот день. Наша родная академия учит нас самому главному – правильно управлять временем, беречь свое здоровье и всегда самосовершенствоваться, как учит и советует нашему поколению Михаил Ефимович Николаев. Для меня большая честь оказаться на актовой лекции первого президента нашей республики Михаила Ефимовича. И я сегодня его увидела впервые. Мы прослушали очень познавательные истории и в этой большой аудитории. И было очень приятно услышать напутствующие слова, так как будущее зависит в руках молодежи. Вот я удивляюсь, какими великими людьми могут быть, например, такие люди, как Михаил Ефимович. Услышав его лекцию, да, которую он прочитал перед публикой в 4000 человек, его голос был очень властный, очень уверенный в себе, да? Он мыслит очень глобально, и проблемы он решил, я думаю, очень локально и достойно защитил, можно сказать, честь и достоинство республики. Но Михаил Ефимович, он очень любит свой народ, конечно, и вот таким должен быть настоящий лидер, как я думаю.
На этой лекции я еще раз убедился в том, что, не знаю, теперь это мой идеал, наверное. Я буду на него равняться, да? Вот так вот. И в глазах у него такая уверенность в себе. Сегодня мы услышали лекцию такого глубоко уважаемого человека, как Михаил Ефимович Николаев. Услышали от него много полезных советов и услышали те правильные вещи, которые он думает о нашей республике, о нашем будущем развитии, о истории наших предков, о том, что его вдохновляло и то, что его сподвигало на его дальнейшие труды. Сегодняшняя лекция, я думаю, дала много нового каждому человеку, который сидел в этом зале. Его наставления заставляют задуматься о многом и дают идеи для нового старта будущему поколению. Из дневника юнкора Туйгуны Атласовой, Хангаласский улус. Лекция Михаила Николаева была живой, интересной, вдохновляющей. Его слова «И мне не стыдно ни за один прожитый год» заставят нас задуматься о многом. Я верю в свой народ, я верю в свою республику, я люблю искренне. И все мои области, вся моя деятельность посвящена республике, чтобы республика поднялась. И она поднялась. Пройдет еще 10, 20, 50 лет. И вы, когда на наши места придете, повзрослеете, будете руководителем республики, мы, нисколько не смущаясь, сегодня передаем вам в руки бразды управления, поскольку растет здоровое, патриотичное поколение граждан нашей республики, нашей России. Любите землю якутскую, любите своих родителей, гордитесь своим университетом, своими высшими учебными заведениями. Я искренне хотел бы видеть, жить здесь долгие годы, и моя участь будет радоваться вашим успехам. Сегодня нам выпала огромная честь побывать на актовой лекции Михаила Ефимовича Николаева. Сегодня он рассказал нам о своем жизненном опыте, что для нас будет большим уроком и примером. После лекции мы сфотографировались с первым президентом и выпускниками нашей любимой полярки. Отугу